Ну, сегодня мы второй день уже не участвуем, точнее, являемся зрителем столь такого, наверное, грандиозного мероприятия. Стараемся, наверное, почти все такие вот посещать все театры, которые приезжают сюда, в Москву. Ну, конечно же, нас неравнодушным оставляет всегда Тинчуринский театр. И даже будучи в Казани, мы всегда стараемся посещать спектакли, какие там удается, когда билетов не хватает, когда там, может быть, не знаю, выходные, там, каникулы не бывают. Но в этот раз были, наверное, такие интересные постановки, так как мы и в религиозной сфере, и с точки зрения религии были такие глубокие, и как бы с точки зрения религии и затрагивали, ну, скажем так, если какие-то были с религиозной точки зрения там не совсем, скажем, с моральной точки зрения, здесь как бы все-таки какой-то вот выдерживался тон определенный, с нравственной точки зрения, вот, и понравился то, что вот такой идет, как бы один день такой, ну, скажем, глубокий смысл закладывается, второй день тоже глубокий, но в то же время он такой юмористический. Что понравилось? Я уже в последние годы, наверное, не люблю никакие кинотеатры, потому что театр, когда приезжает, он настолько наполняет, настолько заряжает, что остаться равнодушным невозможно. Особенно, когда ты часть этой культуры, ты часть этой татарской культуры, когда актеры настолько, точнее, да, как актеры же, правильно? Актеры, они настолько передают какое-то душевное наследие, татарское наследие, и ты не можешь просто так встать и выйти, пока не переполнишься полностью эмоциями, пока не расскажешь, не напишешь об этом. Это просто нереальное ощущение. Из года в год с детьми и без детей всегда стараемся прийти, обязательно посетить гастроли, их, ну, точнее, посетить эти спектакли, и всегда тоже зовем друзей, родных, всех близких и подряд, потому что настолько зарядиться, настолько впечатлиться, это дорогого стоит. Детей даже сейчас специально даже оставляем иногда, хотя сожалеем, наверное, да, что они не всегда приходят, но они еще очень маленькие, и поэтому, когда шумят, сами не можем, наверное, сосредоточиться, других как бы не хотим подводить, поэтому даже вот стараемся их где-то с кем-то оставить, ждем, когда они вырастут, и поэтому, наверное, они тоже будут тут прививаться к нашей родной татарской культуре. Ну вот именно вот гастроли Тинчуринского театра, они для нас особенно, скажем, ценны, потому что сейчас татарский театр стал более такой русифицированный. Там процентов, не знаю, 40 русской речи, менталитет абсолютно русский. Стараются как-то вот все от нашей культуры совершенно быть в русскую, как бы, да, ну, точнее, ну, скажем, европейскую культуру. А Тинчуринский театр, он позволяет как бы гордиться, да, тем, что именно ты татаринка, татарка, позволяет, они и сохраняют и наследие, и привносят современное, и это компонует так, что получается просто очень удобоваримый, понятный каждому человеку продукт, я бы сказала, да, такой шедевр, как супруг выразился. И хочется действительно и всем рассказывать, показывать и делиться тем, что мы сегодня видели. Надеюсь, я в Инстаграме тоже об этом все расскажу и напишу. Рахмат. Да, Рахмат Сизгайбузин.